Фестиваль «Краски Чувашии» уже 5-й год проводится в республике. Организаторы оценивают не только картины, фотографии, декоративные поделки, но и творческие номера. Языком искусства участники рассказывают о культуре, традициях, обычаях региона. В этом году конкурс прошел по 7 номинациям. Даже режим самоизоляции не помешал участникам проявить свои творческие способности. Я почему называю это праздником? Потому что это объединение людей неравнодушных к своей культуре, к своему роду, к своим предкам, к традициям, которые сложились. И это посыл в будущее, потому что это же активность детей, которые тоже будут транслировать такое послание и своим детям. И именно так передается культура. Что в Чувашии красивого и интересного? Очень интересная в Чувашии легенды. Чуваши верят, что над ними светило 3 солнца. Но людям древним было очень жарко от этих 3 солнц. И они начали пускать стрелы в солнце. Второе солнце испугалось и убежало далеко. Осталось только 1/3 солнца, которое сказало, что я тоже не буду на вас светить. И оно спряталось. На земле стало холодно, урожай не растет, люди не знают, что делать, как же жить. Обратились к своим старейшинам. А старейшины говорят, для того, чтобы вернуть хотя бы 1 солнце, чтобы опять наша жизнь наладилась, чтобы все стало хорошо, нужно вам всегда и везде восхвалять 3 солнца. С тех пор всегда на чувашских узорах можно видеть 3 солнца. И на гербе Чувашии тоже есть 3 солнца. Мы готовим свои работы к конкурсу «Краски Чувашии». В нем могут участвовать дети от 4 до 18. Главная цель фестиваля, мы считаем, что она достигнута. В каждой работе видно, как молодой человек любит свою большую и малую родину. Таким образом, в работах видно, как конкурсанты сохраняют свою традиционную народную культуру. Активно у нас идет популяризация именно нашей культуры чувашской. Кроме этого, мы подключаем не только наш регион, но и Москву, Санкт-Петербург. Особенно это у нас принимают активное участие различные землячества. Хочу сказать, что действительно конкурс обретает большие масштабы. В этом году фестиваль побил свои же рекорды. В нем приняли участие более 9000 человек. География проекта тоже масштабна. 129 населенных пунктов, лидером среди которых является столица Чувашии. Самое большое количество работ поступило в номинации «Изобразительное искусство» – более 4000. На 2-м месте оказалось фотомастерство. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня в главном хранилище знаний и мудрости Чувашии, в Национальной библиотеке Чувашской Республики, мы подводим итоги 5-го Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2020». Несмотря на все сложности и ограничения этого года, наш фестиваль состоялся. Более того, побил собственный рекорд по количеству участников и широте географии, уверенно подтвердив свой статус самого масштабного и самого любимого творческого смотра – конкурса республики. «Краски Чувашии-2020» – это 9418 участников из 129 населенных пунктов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это 65 ведущих экспертов нашего высокопрофессионального жюри из 14 научных учреждений страны. Проведение мероприятия подобного масштаба стало возможным благодаря вам. Сегодня мы чествуем руководителей республиканских учреждений науки, культуры и образования, экспертов и региональных кураторов фестиваля, членов волонтерского корпуса. В онлайн-трансляции вместе с нами многотысячная аудитория участников и лауреатов фестиваля. В 2020 году фестивалю «Краски Чувашии» исполняется 5 лет. За эти годы проект прошел путь от творческой инициативы чувашских землячеств и национально-культурных автономий
автономии России до главного творческого смотра республики. В целях поощрения заслуг по организации фестиваля, сохранения и широкой популяризации самобытной чувашской культуры учреждена медаль за вклад в культуру и образование Чувашской республики «Краски Чувашии», награждение которой состоится сегодня. В зал вносится государственный флаг Российской Федерации и флаг Чувашской Республики. Прошу всех встать. Прошу садиться. Автор и бессменный руководитель фестиваля, депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Игоревна Аршинова. Да. И в этом году почти 10
Медалью за вклад в культуру и образование Чувашской Республики Краски Чувашии награждается Баскакова Наталья Ивановна, ректор Чувашского государственного института культуры и искусств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, кандидат философских наук. Награждается Нянина Людмила Николаевна, заслуженный работник культуры Чувашской ССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель хореографических дисциплин Чувашского республиканского училища культуры. В этом году Людмила Николаевна отметила свой юбилей, и мы сердечно поздравляем ее от всего оргкомитета проекта. Награждается Васильев Владимир Александрович, член Общественной палаты Союзного государства, председатель Общественного совета при Министерстве культуры и архивного дела Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, доктор культурологии, профессор, член оргкомитета проекта. Награждается Меньшикова Ирина Петровна, директор Чувашского национального музея Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Награждается Ертмакова Галина Васильевна, директор Государственного исторического архива Чувашской Республики, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Награждается Козлов Геннадий. Награждается Козлов Геннадий. Слово, да? Спасибо, мы продолжаем дальше. И награждается Козлов Геннадий Васильевич, директор Чувашского государственного художественного музея Минкультуры Чувашии, член Союза художников России, заслуженный художник Чувашской Республики. Награждается Григорьева Тамара Романовна, директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Минкультуры Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.
Награждается Кожанов Игорь Владимирович, декан факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева, доктор педагогических наук. Награждается Коледова Светлана Алексеевна, директор объединения библиотек города Чебоксары. Награждается Андреев Николай Леонтьевич, председатель Союза художников Чувашской Республики, заслуженный художник Чувашской Республики, председатель жюри проекта «Краски Чувашии». Награждается Жукова Галина Евгеньевна, член экспертного совета по дошкольному образованию Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации, кандидат педагогических наук, почетный работник образования Российской Федерации. Награждается Петров Геннадий Николаевич, проректор по научной и творческой работе Чувашского государственного института культуры и искусств Минкультуры Чувашии, кандидат педагогических наук. Награждается Шелтукова Юлия Сергеевна, заведующая аналитическим отделом Объединения библиотек города Чебоксары, куратор Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии» по городу Чебоксары. Награждается Козлов Федор Николаевич, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики, кандидат исторических наук. Награждается Фомичева Елена Константиновна, заместитель директора Объединения библиотек города Чебоксары. Награждается Скрынник Максим Анатольевич, руководитель службы технической поддержки фестиваля, ведущий библиотекарь детской библиотеки номер 207 имени Виталия Валентиновича Бианки, Государственного бюджетного учреждения культуры, централизованная библиотечная система Западного округа Москвы. Награждается Суворова Виктория Николаевна, координатор проекта «Краски Чувашии» по городу Москва.
Награждается Скворцова Лариса Анатольевна, куратор Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии» по Чувашской Республике, заведующий сектором литературы по искусству Национальной библиотеки Чувашской Республики Минкультуры Чувашия. Награждается Живова Елена Витальевна, заведующая отделом художественной литературы и искусств Национальной библиотеки Чувашской Республики. Дорогие друзья, мы сердечно поздравляем всех лауреатов 2020 года, внесших значительный вклад в культуру и образование Чувашской Республики. Организационный комитет проекта благодарит Алену Игоревну Аршинову, которая позволила воплотить нашу мечту в реальность. Все, а мы начинаем. Дорогие участники и лауреаты Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии-2020». На прямой связи Национальная библиотека Чувашской Республики. Сегодня собрались организаторы фестиваля, и они собрались, чтобы поблагодарить наших участников за свои творческие работы, научные, и, конечно же, сказать спасибо им за их труд. К сожалению, в этом году мы не можем поздравить наших участников и лауреатов лично, как мы это делаем традиционно, но, как говорится, в век информационных технологий у нас мы можем использовать и онлайн-формат. Хочется отметить, что самым масштабным в этом году стали конкурс художественного творчества имени Кокеля, конкурс фотомастерства имени братьев Костиных и литературный конкурс имени Константина Васильевича Иванова. И от лица объединения библиотек города Чебоксары, конечно же, хотелось поблагодарить всех лауреатов и участников за их работы. Но хочется отметить, что традиционно также популярным конкурсом у наших участников были в этом году также конкурс танцевального творчества имени Павловой и конкурс вокально-инструментального творчества имени Михайлова. Добрые слова в адрес самых ярких исполнителей и творческих коллективов прозвучит от куратора конкурсного направления, а именно ректора Чувашского института культуры и искусств Натальи Ивановны Баскаковой. Микрофон работает. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники. В первую очередь, конечно же, мне хотелось поблагодарить Алену Игоревну Аршинову за патронаж такого потрясающего, уникального конкурса. Владимира Сергеевича Головачева, идейного вдохновителя, организатора, и его невероятную команду. Команду сплоченных энтузиастов, благодаря которым появляются такие хорошие, высокие результаты. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить наших участников, дорогих участников, работы которых являются уникальными, удивительными. И можно сказать, что они все являются победителями. Каждый из них победитель нашего потрясающего конкурса, у которого сегодня юбилейный год. 5 лет краскам Чувашии, 100 лет чувашской автономии мы празднуем, 550 лет города Чебоксары. У нас удивительная, уникальная дата. Всех благодарю за работу, всем желаю хорошего настроения, результативной работы и, конечно же, новых побед, новых свершений на благо нашей дорогой республики. Спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна. Но мы знаем, что уже второй год
фестиваль, мы как бы в рамках фестиваля собираем лучшие методические разработки, которые публикуются в сборнике «Краски Чувашии». К участникам и лауреатам конкурса профессионального мастерства работников учреждений культуры и образования имени Волкова обращается декан факультета дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева, доктор педагогических наук Игорь Владимирович Кажанов. Добрый день, уважаемые участники конкурса, организаторы конкурса, члены жюри. Всех поздравляю с 5-летним юбилеем, первым небольшим, но тем не менее очень многообещающим юбилеем нашего фестиваля, который показал, что несмотря ни на какие невзгоды, ни на какие трудности, фестиваль может только прирастать новыми участниками, крепнуть, становиться сильнее. А самое главное, участники фестиваля показали, насколько они профессиональны в том деле, которое они делают, а еще больше, наверное, более значимо для нас, они показали, насколько сильно они любят свою малую родину, заботятся о чувашской культуре, переживают о том, чтобы она развивалась и сохранялась. В этом году, на самом деле, очень много педагогов, учреждений образования и культуры приняли участие в конкурсе профессионального мастерства имени Геннадия Никоноровича Волкова, которые на высоком уровне представили работы, и своими работами они показали, что то дело, которое они делают, безусловно, является важным, ответственным и, самое главное, может быть использовано в дальнейшей работе многими образовательными организациями и учреждениях культуры. Большое спасибо всем участникам конкурса, кто активно принял участие. Желаю вам дальнейших творческих успехов, чтобы созидание, энергии были всегда вместе с вами. И самое главное, будем очень рады увидеть вас в новом 2021 году на фестивале «Краски Чувашии». Большое вам спасибо за ту работу, которую вы проделываете. Спасибо, Игорь Владимирович. Впервые, кстати говоря, в этом году состоялся конкурс исследований в области краеведения и генеалогии имени Никольского, который сразу полюбился нашим участникам фестиваля «Краски Чувашии». Подвести итоги конкурса и поздравить его участников мы попросим директора Чувашского национального музея Ирину Петровну Меньшикову. Добрый день, лауреаты. Очень рада, что хотя бы такая возможность у нас есть вас поздравить, потому что действительно очень важно, наверное, услышать ответ на те работы, реакцию на те работы, отзыв на ваши работы, которые вы прислали. Действительно, конкурс в этом году первый раз проводится, это направление. Вот. И нам в этом отношении, наверное, было легче, чем всем остальным членам жюри, потому что там по 1000, по 2000 и больше работ. У нас было больше 100, но нам от этого легче не стало в той степени, что нам нужно было работать с содержанием. Вот. И для нас было очень важным и, главное, интересным, когда вы обращаетесь к личной истории, к истории семьи, к реликвиям истории, потому что мы же все прекрасно знаем, что огромная история, большая, красивая история большой страны, она складывается из маленьких историй, истории каждой семьи, каждой личности. И я бы хотела обратить ваше внимание на то, что вот в данном конкурсе, хотя он и называется «Краеведение», еще раз хочу повторить, краеведение, край, история края складывается из личной истории жителей этого края. Поэтому хочу обратить внимание ваше на то, чтобы, принимая участие в следующем году, чтобы вы интересовались больше историей собственной семьи, значительными или даже незначительными, просто личностями в вашей семье. А вот в номинации, где у нас стоит «Семейная реликвия», напишите нам о каком-нибудь предмете, фотографии, с которой связана история вашей семьи. Это не обязательно предметы, которые вы передаете друг другу там, с 18 века, да, из поколения в поколение. Если есть такие предметы, это очень хорошо. Но просто вот бывает в семье вчера приобретенный предмет, но он очень важен для семьи. Вот. И вот когда вы будете принимать участие в номинации «Семейная реликвия», я вас очень прошу обратить внимание именно на этот факт. Вот. А так мы очень рады, что у нас нашлось такое количество людей,
участников. Для нас очень важно, что вы интересуетесь, потому что действительно это достаточно сложная работа, исследования проводить. Вот. И для нас было очень важно, что есть много оригинальных работ, не просто взятый откуда-то текст, да, достаточно много же у нас источников, но для нас было важно, что вы сами, пользуясь источниками, но тем не менее сами все это написали. Вот прошу вас учесть вот это, такого рода, наверное, замечания на будущее. А сейчас еще раз я вас поздравляю. Продолжайте исследования, развивайте их, потому что на самом деле, ну, если мы знаем свои корни, свою историю, нас никто и ничего не сможет каким-то образом на наши мысли и наше понимание повлиять. Успехов вам в исследованиях. Спасибо, Ирина Петровна. Также большую информационно-просветительскую работу в ходе подготовки конкурса исследований в области краеведения и генеалогии провели специалисты Государственного исторического архива Чувашской Республики. И я с удовольствием предоставляю слово для напутствия нашим лауреатам и участникам директора архива Галины Васильевне Ертмаковой. Добрый день, уважаемые организаторы этого фестиваля и, конечно, конкурсов. Ну и, конечно, участники, лауреаты, победители этих конкурсов. Я, конечно, поздравляю. Конечно, все сделаем для того, чтобы, понятно, конечно, вот сегодня идет мероприятие, это сегодня. День проходит, это уже остается в истории. Именно наша задача, конечно, сохранить все хорошее, приумножать и, конечно же, еще расширять источниковую базу именно в документах сохранить. И благодаря объявленному и проведенному конкурсу, конечно же, нам приятно было осознавать то, что и сегодня я заявляю то, что вот этот конкурс дал повод не только вот конкурсантам, детям или школьникам или студентам, ну и, конечно же, вместе с детьми к нам стали приходить и родители, интересуются. На самом деле, такое богатство у нас находится в наших хранилищах, в нашем именно историческом архиве. Это 1 200 000 единиц хранения и фотодокументы более 30 000 единиц хранения. Ведь документы хранятся вообще 1639 года. Вот какая база у нас, источниковая база имеется. Поэтому я надеюсь, что этот конкурс и вот эта вся работа, конечно, будет продолжаться. Мы очень рады, что нас как бы включили в партнеры, и мы постараемся донести до наших именно участников этих мероприятий. Спасибо большое. Еще раз поздравляю. Спасибо, Галина Васильевна. Дорогие друзья, но мы подходим к концу, и наша онлайн-трансляция тоже завершается. Все-таки хочется сказать, что и отметить, наверное, от лица всех организаторов, мы надеемся, что конкурс «Краски Чувашии» действительно сделал вас всех счастливее, более творческими, раскрыл вас более творческие подходы, и мы надеемся, что в следующем году вы также будете присоединяться к нашему конкурсу. Спасибо вам, до свидания и до новых встреч. И я попрошу всех встать на общую фотографию.